Какие мобильные переводы и платежи будут облагаться налогом, а кому не стоит беспокоиться, рассказали в Комитете государственных доходов. Как пояснили в Комитете государственных доходов, в настоящее время разрабатываются критерии по определению количества переводов совместно с банковским сектором. Предполагается, что будет обращаться внимание на получение одним лицом множества переводов от 80-100 лиц каждый месяц в течение 3 последовательных календарных месяцев. При этом информация будет предоставляться банками второго уровня по всем физическим лицам только с 2025 года согласно вышеназванному критерию. В целях выявления недобросовестных предпринимателей, помимо предполагаемой системы управления рисками на стороне банков второго уровня, будет собираться комплекс доказательной информации. К примеру, наличие на прилавке торгового объекта информации о приеме переводов и указание номера телефона. Наличие жалоб, поступающих со стороны потребителей, о фактах получения продавцом перевода и невыдачи фискального чека. Снижение кассовой дисциплины в течение длительного времени, многократное игнорирование требований и рекомендаций органов государственных доходов о соблюдении предписанных норм и правил. Планируется, что при определении банками второго уровня потенциальных нарушителей органы государственных доходов направят таким налогоплательщикам извещение. В свою очередь, такие налогоплательщики должны будут предоставить письменное пояснение по предполагаемому нарушению. По информации Комитета, проект нормативного правового акта по утверждению критериев будет размещен на портале «Открытые ЭНП» и доступен для публичного обсуждения. Ранее в Комитете госдоходов сообщили, что вся информация по счетам будет собираться только с 2025 года. И сейчас налогоплательщикам нужно подумать, как организовать свой бизнес в соответствии с законом. Простым же казахстанцам, осуществляющим денежные переводы, беспокоиться ни о чем.